Дорогие ребята, сегодня у нас день бурятского языка. Так, я бы хотел узнать, кто свободно владеет бурятским языком. Поднимите, пожалуйста, руки. Да, маловато, конечно. Но я буду на бурятском и на русском языках рассказывать. Я так, конечно, по физике очень трудно на бурятском языке объяснить. Тем не менее, вообще в начальной школе, до 7 класса, когда я учился в Тижиндинской средней школе, математика, вот эти предметы, все на бурятском языке преподавали. Треугольник, например, по-бурятски бурбуржин и так далее. Так, ну, сегодня меня просили в популярной форме на бурятском языке рассказать о своих научных исследованиях. Вот, судя по рукам, которые владеют бурятским языком, я, наверное, сегодня в основном на русском будет больше. Но буду на бурятском и на русском, поскольку... Вот тема лекции. Вообще актуальные проблемы физики стеклообразного состояния. Но я это перевел на бурятский язык. Шилчинги, бодосе, физикин, шопла, основном нот. Ну, вы знаете, например, доктор физика, математист, по-бурятски физик, математик, мы доктор. Но бурятка посвящается Дню бурятского языка. Но прежде чем перейти к лекции, я, поскольку это День бурятского языка, я немножко расскажу свое видение этой проблемы. Я сейчас действительно затрудняюсь. Действительно, у нас получилось так, что основная масса у нас плохо владеет бурятским языком. Но тем не менее, я и на бурятском, и на русском буду когда рассказывать. Я окончил Тижиндинскую среднюю школу имени Хосана Амсараева. Вы знаете, Хосан Амсараев — это основоположник бурятской литературы. Он родился в Тижиндинском районе. Где-то в конце 19 века родился он. Он нигде не учился, тогда школы не было, в 1890-е годы. Но в селе был человек, который владел старомонгольской письменностью. Он научил его, и вот он просто от природы был талантливый мальчик, изучил и начал уже первые короткие рассказы писать, стихи писать. Хосан Амсараев. Я его видел. Я окончил в 1959 году школу. Там бурятский язык преподавал Бата Вазарон, он тоже основоположник бурятской литературы, бурятской поэзии. А Бата Вазарон был женат на дочери Хосана Амсараева. Поэтому Хосан Амсараев часто приезжал в Тижингу, мы его видели. Один раз он приехал, заболел воспалением легких, попал в районную больницу Тижиндинской. И наш преподаватель бурятского языка, Амсараев, он однофамилец. Нас двух мальчиков, которых он считал лучше, мы знаем бурятский язык и литературу. Жанчиков Жаньян, мой одноклассник. Мы с ним писали стихи на бурятском языке. И вот наш учитель взял нас двоих, пошли в больницу. Но Хосан Амсараев, мы его по портрету знали, в отдельной палате он лежал, ждал нас. Вообще интересная беседа была. Да, наш учитель как-то тогда, это был 56-й год, наверное, букет цветов полевых он взял и подарил Хосану Амсараеву. Вот я запомнил, что он сказал. Тогда мы с Жанчиком Жамьям не знали, что такое подарок, букет цветов. Вот Хосан Амсараев тогда сказал, вот мы не очень понимаем, вот это очень такой ценный подарок на Западе, в Европе, букет цветов. И он очень обрадовался. И я потом долго вспоминал, когда стал студентом московским, 8 марта там обычно из Грузии привозили мимозу. Знаете, мимоза такая засохшая, желтых цветов. На рынке причем очередь была. Тоже мы покупали эти мимозы, дарили нашим учителям.
Вот тогда я все время вспоминал, что значит подарок букет цветов от Хаснум Сараева. Конечно, у нас в школе был культ бурятского языка. Вообще, на первом месте, наверное, преподавание бурятского языка, потом уже физика, математика. Вот Батабазарон основал стенгазету «Зурхуне Долнот». Я помню, длинная такая стенгазета висела, и туда писали стихи, короткие рассказы, шуточные басни, кто мог. Но не каждый произведение публиковали. Там у нас в старших классах учились будущие известные поэты Георгий Дашибылов, Александр Жамбалдажиев, Сырын Галанов. Правда, Сырын Галанов как раз тот год, я в 1953 году приехал учиться, он уже в Московский литературный институт поступил. То есть лицензию проходили вот эти стихи. Но я там написал Орте Варханы. Я из села Урод, там у нас маленькая речка течет, Урод, который в Кодун впадает, Кодун, Вуду, Вуда, Селин. Вот про эту речку из двух куплетов стихотворения. У меня тогда фамилия была Сангадеев, Тандар. Вот видите, у меня два имени. Я попал в Тудамбу, а зовут меня Тандар. Мои трое братьев Сангадеев и Сангитович. Вот старший брат Сангадеев, Гиднубал Сангитович, он 28-го года рождения, например. Ну и я тоже думал, я Сангадеев. Мне местный Ламах, отец, дал имя Тандар. Вот. Я родился весной 41-го года, сказали, вот именно имя Тандар мне больше подходит. Вот Сангадеев Тандар Сангитович. 10 лет учился в школе, потом, когда мне надо было получать паспорт, я оказался Сангитов, еще Дамба Сангадеевич. Но это мне дело не нравится, я хотел поменять Сангадеев Тандар Сангитович. Но это был 59-й год, КГБ очень был сильный. Мне сказали, надо минимум полгода, год надо ждать. Запрос делается в Москву. Тогда в 1959 году Никита Сергеевич Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС, дал такое указание. Все выпускники средних школ Советского Союза должны 2 года работать в родном колхозе. А вот троим ребятам разрешили поступать в вуз. А мне нужен был паспорт. Но мне сказали, если ты согласен на Сангитова Дамба Сангадеевич, мы тебе тут же выдадим паспорт. Я стал Сангитовым Дамба Сангадеевичем. Вообще, в Москву, когда я приехал, я хотел стать, там же никто меня не знает, хотел представиться как Дамба. Но это мне никак, поскольку я уже 10 лет был Дандаром, никак не мог. Тем более мне очень с высоким званием Лама дал имя Дандар, поэтому я в Москве тоже представился как Дандаром. И ему, да, говорят, из Тижинди кто-нибудь есть? Поднимите руки. Кто кончил Тижинди средней школы? Нет, туда нет. Вообще, конечно, у нас ситуация с бурятским языком вот такая. Когда я был вот маленьким, в нашем колхозе жили всего 2 семьи русские, Вишнякова и Иванова. Остальные все, их дети, Вишнякова, Толик, они свободно владели бурятским языком. С нами на бурятском языке учились до 4 класса. И поэтому, конечно, мы вообще почти не знали русский язык до школы. Ну вот когда пошли в школу, первые слова дом, топор и так далее. И поэтому вот те годы ввели дополнительный класс, называется подготовительный. То есть 7 лет мы пошли не 1 класс, а нулевой, так скажем, класс. Поэтому мы вместо 10 лет тогда 11 лет учились. То есть нас учили вначале русскому языку, потом уже поступали, когда уже 8 лет, поступали в 1 класс и учились дальше в начальной школе. Но тогда была одна средняя школа в Тижинде, со всех концов района приезжали в 5 класс районный центр, и тут с 5 по 10 учились в те далекие годы. Вот в колхозе, я помню, и собрания, все проходили на бурятском языке. Если вот поднимете архив вот нашего колхоза имени Энгельса называется, это село Урод от Тижинди, 25 километров на север. Там все на бурятском языке. И собрание, председатель, секретарь, потом все делопроизводство шло на бурятском языке.
Но вот постепенно, к сожалению, у нас бурятский язык вытесняется, хотя это второй государственный язык. Поэтому желательно, конечно, знать бурятский язык. Вот если вы, вы уже знаете, наверное, в других республиках, особенно в прибалтийских республиках, там только их родной язык. Допустим, в Латвии только на латышском. Все русские, живущие в Латвии, они владеют латышским языком. Иначе там невозможно. Там все делопроизводство, все на латышском языке. В Эстонии, в Литве, и в других этих республиках. Но вот у нас, конечно, отношения лояльные. У нас, вообще, я так про себя думаю, у нас издавна был развит буддизм. Буддизм — это религиозное учение, которое терпит к терпению, к лояльности. Поэтому у нас вообще отношения, межнациональные отношения в нашей республике всегда спокойно. Но бывают в других республиках разные. Поэтому вы должны знать, что вы живете в дружной республике Бурятии, где не важно на каком языке, но русский язык, конечно, у нас универсальный. Так. Ну, теперь я попробую перейти к теме. Я окончил физический факультет МГПИ, тогда МГПИ имени Ленина, Московский государственный педагогический институт имени Ленина. Потом стал он в университет. Это бывший второй университет московский. Деканом работал у нас автор учебника средней школы Перышкин Александр Васильевич. Вот сейчас, по-моему, Перышкин родина у нас есть. Это учение один из лучших учебников. И, конечно, там вели очень крупные ученые. С третьего курса начинается специализация. Я вот по кафедре физики твердого тела у профессора Московского Бартенева Георгия Михайловича начал заниматься научной работой. И дипломную работу выполнил под его руководством. Он рекомендовал остаться в аспирантуре. Я тогда вообще не знал, думал, все, институт кончил 5 лет, дальше вообще нет ничего. Оказывается, аспирантура, докторантура. Вот мой учитель занимался физикой некристаллистых твердых тел, в том числе стеклообразным состоянием. Но в основном он был крупный специалист по физике аморфных полимеров. Вообще, надо сказать, что сегодня более-менее подробно исследованы некристаллистые твердые тела. Вот перевести на русский язык некристаллистые твердые тела. Можно было, конечно, кристалл выше ОТС физик, чтобы у нас вот можно так перевести. Кристаллические твердые тела, их легче исследовать, потому что атомы расположены упорядоченно. Да, вот вы знаете, у атома упаковывается кристаллическую решетку, и когда вы облучаете, например, ионно-кубический кристалл, это плоскости. Когда вы облучаете, например, рентгеновскими лучами, кристалл такой, на экране получается дифракционная картина. Четко чередуются черные, белые линии, их можно расшифровать, и можно узнать, как расположены атомы относительно друг друга, даже оценить среднее расстояние между атомами. Вот если возьмете силикатное стекло, полное, облучаете рентгеновскими лучами, получается размытая картина. Там никакой информации невозможно получить. Поэтому вот эта область очень мало исследована. Информация очень скудна об этих веществах. Но вообще, иногда вы думаете физики, вообще физики все открыто. Я тоже, когда был студентом, думал, физики, наверное, много что-то открывать невозможно, все законы, все установлено. На самом деле, в физике очень много нерешенных проблем. И это особенно вот сейчас, например, область физика некристаллических твердых тел. Между тем, эти стекла, они используются очень широко на практике. Получены очень интересные новые материалы. Физики научились любой расплав металла нынче, если очень быстро охлаждать,
эти атомы не успевают упаковаться в кристаллическую решетку и остаются беспорядочными. В общем, эти тела, у них атомы расположены беспорядочно. Поэтому получается, их называют сейчас металлические стекла. Но они, правда, не очень прозрачны, эти металлические стекла, но они по структуре, по свойствам, это стекла действительно. Потому что нет у них кристаллической решетки. И, казалось бы, они должны при малейших каких-то воздействиях должны снова упаковаться в кристалл. Но они очень устойчивые. Они, оказывается, на физике говорят, есть такой потенциальный барьер, который не могут преодолеть эти атомы. Ну, вы знаете, например, янтарь. Янтарь это смола, замороженная смола. Их находят, допустим, они, если янтарь пролежал, скажем, миллионы лет в земле, когда исследует в янтаре, атомы расположены беспорядочно. То есть они не кристаллизуются. Это очень устойчиво. То есть стекла это очень устойчивые твердые тела. Но используется очень во многих случаях. Например, вот сейчас будет конференция в Италии, в городе Триест, по физике стеклообразного состояния. Ну, одно из применений. Вы знаете, ядерные отходы хранят только в стеклянной матрице. Вот внутри стекла эти ядерные отходы, они не проникают через стекло, не могут наружу выйти. Поэтому это в городе Триест раньше был центр МАГАТЭ. МАГАТЭ это как раз международная организация по ядерно-атомной физике. Сейчас там международный центр теоретической физики. Меня пригласили прочитать 45-минутную лекцию по проблеме стеклования стекла. Поэтому стекла, конечно, очень широко применяется, но на сегодня мы не все знаем об этом твердом теле. Вот еще некоторые свойства. Если вот берете оконную хрупкое силикатное стекло, я об этом немножко покажу в графике, рисунке, алмазной пирамидкой, острой алмазной пирамидкой. Когда вдавливаете, вообще не разрушается, получается такая ямка. Яма. То есть наблюдается пластическая деформация. Как на меди, как на алюминии. Я этим вопросом занимался, я сейчас картинки покажу. Я тоже удивился, я брал алюминий, медь тоже вдавливал алмазной пирамидкой, смотрел. Эти лунки ничем не отличаются на хрупком оконном стекле, на меди, например. Это эффект пластичности стекла называется. Но второе интересное свойство – это эффект сверхпрочности. Вот эти стекла не прочны, потому что есть мелкие трещины, которые мы не видим. Когда вы берете стекло, деформируете, вот по этим трещинам стекло на две части делится. Если эти трещины убрать, а такие способы разработаны, в слабом растворе плавленой кислоты, если поверхность обработать, правда, надо быстро закрыть кремний органическим соединением, который влага воздуха не пропускает, чтобы эти молекулы воды, которые находятся в воздухе, чтобы опять не попали, тогда они образуются опять трещины. Вот если протравить плавленой кислоте, закрыть быстро кремний органическим соединением, которое не пропускает молекулы воды, получается очень прочное стекло. Внутри стекло очень крепкое. Вы знаете, из песка делают кремний четырехвалентный, кремний, кислород, кремний. Чтобы оторвать атом кислорода от кремния, нужно 106 килокалорий. Это огромная энергия нужна. Поэтому сейчас получают такие сверхпрочные стекла только в лабораторных условиях пока. Они во много раз превышают прочность стали, прочность железа. Например, на одной конференции профессор Витман этим занимается в Санкт-Петербурге. Нам показывал такую плитку стекла силикатного, который выдержал 2 тонны нагрузки. Но если отнести на единицу площади, получается у него 560 килограмм силы на квадратный миллиметр. А у стали где-то 50-70 килограмм на квадратный миллиметр. Видите, во сколько раз такое стекло прочнее стали. Но вот в заводских условиях, конечно, пока не могут произвести в большом масштабе такие сверхпрочные стекла.
Ну и еще там другие способы есть упражнения. Есть сейчас стекла неорганические, которые пули не пробивают. Вот президенты крупных стран, они ездят в машине, где стекло пули не пробивает. Поэтому это очень интересный материал, мало исследованный. Так, пожалуйста, следующий слайд. Так, ну, есть у нас лаборатория физики неупорядоченных систем. Ну, если по-бурятски, это кристалл высшего физики, лаборатория порядок это как раз неупорядоченные системы, но к ним относятся не только стекла, их много в природе, минералы разные. И сейчас в настоящее время очень усиленно идет исследование вот этих неупорядоченных систем. Ну вот, вы заметите, на третьем этаже, как раз в мой кабинет 322, там написано лаборатория физики неупорядоченных систем. Я вот заведую этой лабораторией, но очень давно, уже сейчас у меня, наверное, половина физиков нашего факультета, это мои ученики. А, кстати, я хотел по рукам пустить. Ну, ученый выпускает такой библиографический указатель. Здесь написано статьи. Вы можете посмотреть, получить представление по названию статьи. Вот туда дальше есть докторские диссертации, выполненные под моим руководством. Это 52-я страница. Вот вы знаете Цидыпов Шолом Балдаржевича, Монтатова Владимира Владимировича. Но Бадмай Банзрахцевич, это тоже наш выпускник, доктор наук. Вот под моим руководством защищал диссертацию. Заведует лабораторией в Бурятском научном центре. Но Дамдин Баир Батович, Намоев Андрей Валерьевич, это из нашей, выходцы из нашей научной лаборатории физика неупорядоченности. Но дальше идет кандидатские диссертации, защищенные под моим руководством. Это, сегодня 13-14 человек зашли. Ну и там научные гранты, которые мы выиграли в нашей лаборатории. Вот тут есть литература о профессоре Сандитове на бурятском языке, бурят мнения. Вот, можете. А вот тут есть примеры, фрагменты статей, которые, например, в журнале «Экспериментальный теоретический» у меня опубликована статья «Модель биолокализованных атомов физических в разное состояние». Тут, правда, мелко написано. Так, я хочу просто по рукам пустить, можете посмотреть. Ну и еще, чтобы тоже получили представление, некоторые оттиски статей тоже. Вот у нас в библиотеке есть, те, которые вот с 4-го курса не знают, я читаю спецкурс, книга Сандитов, Бартенев. Это Георгий Михайлович Бартенев, как раз мой учитель Москвы. Физические свойства неупорядоченных структур. Это издательство Российской академии наук в Новосибирске. Вот так по рукам тоже посмотрите. Вот это, оттиски некоторых статей. Это, например, наши статьи выходят в разных журналах. Вот, например, Сандитов, Машанов, Дармаев. Машанов, вы знаете, замдекан наш, Дармаев. Тоже наш преподаватель сейчас в учебном отделе работает, но ведет занятия на подставке. Вот это они с двумя учениками в журнале «Физика твердого тела». Дальше пусть. Скажем, журнал «Физической химии Академии наук». Тоже Дармаев, Машанов, кинетическая периферия стеклования жидкости. Свободный объем. Мы с вами на первом курсе проходили теорию Ван дер Вальса для реальных газов. Вот это понятие свободного объема используется и в научной работе. Это доклад Академии наук, есть такой журнал. Представлен академиком Берлиным. Чтобы в этом журнале опубликовать, надо, чтобы академик представил статью. Свободный объем аморфных веществ, модели биолокализованных атомов. Журнал технической физики. О чем я говорил. Эта статья только что вышла. Есть такой журнал «Физика Б», это индустриальный журнал. Тут пишут Дамба Сандитов, Михаил Ожеван. Как раз мы с ним делаем совместный доклад
в Италии, в Триесте, совместный доклад. Вот это наш доклад вот в этом журнале опубликован. И там только вышло, это большая статья, это обзорного характера, можно посмотреть. Но вот что плохо, конечно, я плохо владею разговорным английским языком, но, конечно, по физике статьи читаю, тут легко по графикам, по формулам. Если непонятно, словарь можно посмотреть. Но вот нет у меня разговорного языка, поэтому наши лекции совместно будет читать в Италии вот мой коллега из Англии. Он работает в Англии в колледже, в Королевском колледже. Оживан. Так, вот тут некоторые основные достижения. На первом, на базе научной школы, но это лаборатория у нас создана на основе нашей научной школы. Научная школа это, возглавляет обычно доктор наук, профессор, там ученики, сотрудники. Вот у меня вот как раз Игипов, Батмаев, Монтаков, Мамой, вот защита докторской диссертации. Теперь в каких журналах у нас выходит, какие мы гранты выигрываем. Это Министерство образования и науки Российской Федерации. Есть такой Российский фонд фундаментальных исследований. Вот сейчас появился еще очень хороший фонд, Российский научный фонд. Но мы уже 2 раза подали, нам очень трудно выиграть конкурс. Это огромный конкурс, там выделяются большие деньги, но, к сожалению, мы еще ни раз не выиграли. Это 2-3 год существует. Но по рейтингу у нас есть такой рейтинг научных работников. Вот, но по рейтингу сотрудники нашей научной школы занимают довольно высокие места в ИГУ и в республике. Так, следующий слайд. Так, вот основные направления. Это эффект пластичности стекол, вязкое течение стеклообразующих жидкостей. Вообще вязкость это очень принципиально важное свойство. Потому что когда вы охлаждаете расклад, вязкость резко возрастает, является причиной, которая мешает кристаллизации. Поэтому вот до сих пор, к сожалению, температурная зависимость вязкости вот таких жидкостей, сильно вязких жидкостей, до конца еще не понято, не исследовано. Вот это явление, переход жидкости в это тоже, это уже давно 100 лет дискутируется. Начиная еще с классических работ немецкого физика Талмана, начала 19 века. Сегодня никто не знает, как это происходит, переход жидкости в твердое стекло. Много подходов есть, у нас есть свой подход. Это, я думаю, что в ближайшее время эта проблема не решится. Но тем не менее надо изучать отдельные аспекты. Но у нас ряд разработок есть по этой теме. Вот ангармонизм колебаний решет. Это ангармонизм, вот, когда на атом действует небольшая сила, совершает гармонические колебания. Вы знаете механики гармонических колебаний. Если при больших температурах амплитуда растет колебание атома, там уже в зависимости от смещения получается нелинейный. Говорят, совершает ангармонические колебания, но на самом деле не гармонические колебания. Вот такой термин ангармонизм – это отклонение силы межатомного взаимодействия от линейной зависимости. Это тоже сложная проблема. Релаксационные процессы. Под релаксацией понимает отклонение системы от равновесного состояния. Вот если вывести, возбудить систему, то, скажем, тело резко деформировать, тело переходит в возбужденное состояние. Если силу снять, тело постепенно возвращается в исходное состояние. Это происходит релаксация. Время, в течение которого система возвращается из возбужденного равновесного состояния, называется временем релаксации. Основные проблемы, которыми мы в нашей лаборатории физики индустриальных систем занимаемся. В Бурятском научном центре есть лаборатория физики молекулярных структур, это институт физического материализма. Заведует этой лабораторией как раз мой ученик, доктор физико-математических наук Батмаев Батма Манзарцаевич. Я там являюсь по совместительству сотрудником. Ваир Батович Дамгеев является, Халтанов Валентин Михайлович в другой лаборатории тоже работает в Бурятском научном центре. Так, следующий слайд.
Так, ну тут не очень будет понятно, но тем не менее я попробую вам рассказать. Вообще молекулярная модель, вы знаете, вообще вы должны знать, иногда не все мы понимаем, наука бывает фундаментальная и прикладная. Вот мы занимаемся фундаментальной наукой. Это прикладная наука питается за счет фундаментальных наук. Вот я вам приведу пример. Вы изучаете электромагнитную индукцию, закон электромагнитной индукции Фарадея. Вот если взять контрпроволоку, вращать в магнитном поле, внутри проволоки возникает электрический ток. Без всякого аккумулятора, без всякого источника. Это явление электромагнитной индукции. Был открыт Фарадеем в 1836 году. Но спустя почти век только, это фундаментальный исследование, закон электромагнитной индукции он установил, только почти через век ученые, которые способны к прикладным, инженерным способностям, они создали электромотор. Если Фарадей не открыл явление закона электромагнитной индукции, невозможно создать электромотор, без которого сегодня мы не можем. И ученые еще делятся так. Допустим, Эйнштейн вообще у него прикладными не умел заниматься, он только фундаментальными занимался науками. А есть ученые, которые только экспериментом. Вот Майкл Фарадей. Единственный, наверное, Энрико Ферми, итальянский физик, он был хорошим экспериментатором и хорошим теоретиком. Вот. И такие ученые единицы. Вот мы занимаемся фундаментальными исследованиями. Чтобы выявить какое-то явление физики, сложное физическое явление нужно упростить. Но на первом курсе вы слушали мою лекцию по уникальной физике. Мы там давление газа. Как мы объясняли? Но любой шофер знает, с помощью манометра измеряет давление в колесе, в шине. То есть газ заключен, сосуд давит на стенки сосуда. Как физик объясняет? Объясняет так: газ состоит из отдельных молекул, эти молекулы беспорядочно движутся и бомбардируют стенки сосуда. Вот, одна молекула ударилась, маленькая сила сообщила, их там миллиарды. Все непрерывно бомбардируют, и таким образом газ давит на стенки сосуда. Вот это называется молекулярная модель упрощенная. И на основе этой модели объясняется свойства газа. Поэтому, чтобы объяснить свойства стекла, мы должны тоже придумать такую упрощенную модель. Вот я в последние годы развиваю так называемую модель, но я назвал модель билокализованных атомов. Так, но пока это рабочее название, модель билокализованных атомов. Есть двухатомная модель. Его как раз Энрико Ферми предложил, потом наш Яковлевич Френкель дальше развивал. То есть многие свойства твердых тел можно на основе двухатомной модели объяснить. Вот один атом закреплен, второй атом может перемещаться. Вот когда атом в результате тепловых колебаний, допустим, смещается, сначала закон Гука соблюдается, линейная зависимость. Сила притяжения линейно растет от смещения. Но при значительном смещении уже отклоняется. Вот тут как раз ангармонизм начинается. Отклонение силы межатомного взаимодействия от линейной зависимости. Чтобы атом сместился из положения равновесия, надо, чтобы здесь образовать локальный объем, микрообъем, дельта ВД. Это πd квадрат, это эффективное сечение атома, это смещение. Вот это, если вот такой атом, то есть такой объем умножим на число таких смещенных билокализованных атомов, мы получим, мы назвали его флуктуационный объем. Потому что в результате флуктуации происходят вот такие смещения. Флуктуация — это случайное отклонение физической величины от среднего значения. Вот этот флуктуационный объем, если разделим на вес объем, мы найдем объемную долю этого флуктуационного объема. Вот мы методами статфизики вывели формулу, это наша основная формула для доли флуктуационного объема. Это энергия билокализации атома. Она равна работе, которую нужно совершить, чтобы сместить атом из положения равновесия. Это как раз элементарный флуктуационный объем, необходимый для смещения атома. А вот эта величина оказалась очень интересной.
при температуре стеклования FG, эта доля оказалась практически константой. Причем для сложных аморфных полимеров, для силикатных неорганических низкомолекулярных стекол. Вот недавно Сангиев Сергей Шежнимаевич показал, что для металлических стекол тоже получается такое же примерное значение. То есть, независимо от природы, все стеклующиеся вещества ведут себя одинаково. Поведение всех стеклующих систем в области стеклования одинаково. Подчиняется вот такой закономерности. Но мы научились вычислять вот эти параметры, формулы, по которым мы вычисляем эти параметры. Но мы, конечно, поскольку наша модель связана с ангармонизмом, наша модель описывает ангармонические свойства. Так, следующий слайд, пожалуйста. Так, вот что понимать под смещением атомов. Вот это фрагмент структуры силикатного стекла, ну, кварцевого стекла. Кремний четырехвалентный, у них есть ненасыщенные атомы кислорода и ионов. Вот это, как называется, мосфор, он при колебании он может далеко отойти и может соединиться вот с этим ненасыщенным атомом углерода. Вот, то есть вот эта связь может такое переключение. Вот это произошло переключение. Вот это называется элементарный молекулярный механизм. Вот такой элементарный механизм молекулярный мы убедились, что работает во многих явлениях, которые происходят внутри стеклообразных систем. Вот эта природа делокализации атомов как раз в этих стеклах, в этой делокализации мостеклового атома. Пожалуйста, следующий. Так. Вот это скачок коэффициента теплового расширения при температуре стеклования. Это очень интересно. Вот это произведение, это в 1963 году для аморфных полимеров американский ученый Симха Бойер показали, что эти произведения есть величина постоянная. Вот мы для этого произведения получили формулу. То есть это произведение оказалось связано с величиной FG, о которой я выше говорил. Она почти постоянная в правой части. Теперь, зная, эти экспериментально определяется, можно FG рассчитать по экспериментальным данным для их части. Теперь ангармонизм, о чем я говорил, характеризуется параметрами Булинайзера, изменение частоты колебания решетки при изменении объема. Вот оказалось, что вот эти FG и гамма, вот по нашим разработкам они должны быть тесно связаны. А гамму можно рассчитать по формуле Белинских тестов. И следующий раз график показывает, что действительно, как мы... Следующий, пожалуйста. Действительно, между параметрами Белинайзера, это характеристика ангармонизма, и параметр модели делокализованных атомов очень хорошо коррелируют. Это неорганические стекла, типа силикатных стекол. Это аморфные органические полимеры. То есть наша модель действительно описывает явление ангармонизма. Ну, можно на эту тему много других примеров привести. Так, следующий слайд, пожалуйста. Так, вот эффект пластичности стекла. Как раз это мы очень подробно исследовали. Вот если взять, я уже говорил, четырехгранную алмазную пирамидку. Есть такой для металлов микротвердомер, называется, МК3. Этот прибор есть у нас в лаборатории. Он сейчас в лаборатории на Моево находится. Если алмазные вот эти пирамидки вдавливать вот это стекло, потом когда поднимать, вот остается вот такая лунка. Удивительно, я когда действительно первый раз, когда обнаружил, удивился, почему такое хрупкое стекло ведет себя как пластичный материал. Дело в том, что диаметр этого отпечатка порядка 10 микрон. Это очень маленький. А эти расстояния между трещинами, среднее расстояние, достаточно большое. Когда мы тыкаем, мы не попадаем в эти трещины, микротрещины. Поэтому это метод исследования прочного стекла. Тут на образование вот этого пластического микроотпечатка не влияет эти поверхностные трещины на силикатных стеклах. Это вид сверху. У нас четырехгранные пирамиды. Это вид сверху при комнатной температуре.
Но самое интересное, которое мы обнаружили, это на самом деле не пластические деформации. Если при комнатной температуре, вот это у нас, это может сохраняться сколько угодно долго. Если нагреть это стекло, начинает эта лунка залечиваться. Это в интерференционном микроскопе после нагрева после 100 градусов. Это размягчение происходит, температура размягчения силикатного стекла 620 градусов. Мы греем уже при низких температурах, до этой температуры. А вот это уже при температуре 450. И в общем, эта лунка восстанавливается. Это, оказывается, замороженные, обратимые, вязко упругие деформации. На самом деле, вот такое явление было обнаружено немецким физиком Тейлером. Но и долгое время это исследовалось как пластическая деформация. Но мы показали, что это на самом деле вязко упругие замороженные деформации. Так, ну следующий. Так, ну вот, как физики получают количественные значения. Вот эта глубина отпечатка в зависимости от времени минут при разных температурах. Это при 20 градусах, конечно, это не меняется глубина отпечатка. Это 225 градусов, 3 460, 4 500 градусов. Но еще до размягчения не дошли, до 620 градусов. Вот при 500 градусов достаточно 4 минут, чтобы лунка исчезла. Теперь можно взять производную изменение дельта на дельте. Провести касательно, найти скорость восстановления этой И. Она оказалась экспоненциальной. Энергия активации это очень маленькая, 20 килоджоулей на моль получилось. А энергия активации вязкого течения это 400 килоджоулей. Это низкоактивационный процесс на самом деле. Это вязкая упругая деформация. Так, следующий слайд, пожалуйста. Так. Вот такое явление наблюдается не только при микровдавливании алмазной периметрии. Если вы возьмете массивное, скажем, в виде кубика силикатное стекло, камере высокого давления подвергаете всестороннему сжатию, причем до 18% можно сжать. И после снятия нагрузки, напряжения, вот стекло остается уплотненным, сжатым. И это тоже может очень долго сохраняться. Но при нагреве это тоже обратно восстанавливается. Вот это явление исследовал американский физик Маккензи. В 1968 году мой учитель Мартьян Георгий Михайлович в Лондоне, каждые 5 лет бывает конгресс по стеклу, он там доклад делал по нашим данным, вот микровдавливанию. Там Мартьянов Сангитов, природа деформации при микровдавливании. И Маккензи подошел к моему учителю и сказал, что они такой опыт проводят, у них получается такая же энергия активации, как у нас при микровдавливании. В общем, отсюда следует, что когда вы алмазные пирамиды вдавливаете, под острием происходит всестороннее сжатие. То есть поэтому энергия активации одинакова, время релаксации одинакова. Да, если, конечно, тут есть критическое напряжение, 5 на 10 атмосфер, когда меньше этого упруго восстанавливается, когда выше степени стекло остается уплотненным. Микротвердость этого стекла тоже совпадает. То есть микротвердость это фактически предел пластичности. Ну, в кавычках, предел текучести. Так, следующий, пожалуйста. Так, но в рамках нашей модели мы показали, что вот это, ну, все научные литературе эти деформации называют пластической. Надо в кавычках, конечно, называть пластической деформацией. Она, по нашей теории, она должна быть обратным пропорциональным параметром Гулинайзера. Это некоторые постоянные факторы, поскольку константа это какая-то константа. Чтобы проверить, надо построить график пластической деформации от обратным личным параметром Гулинайзера. А следующее, вот такие графики мы построили и убедились, что действительно вот эта пластическая деформация обратно пропорциональна параметру Гулинайзера. Это натриевый гермонатрий, натриево силикатные стекла. Так, следующее, это халькогенитные стекла. Это вообще-то очень интересные стекла, они бескислородные. Вот мышьяк, сера,
например, Германия, мышьяк, сера. То есть это очень интересный класс стекол, которые являются хорошими полупроводниками. Но они непрозрачны, тоже как металлические стекла. Но на самом деле по структуре, по свойствам это стекла, полипропиленовые называют. Так, следующий. Теперь вот эта скорость, о чем я говорю, скорость восстановления, экспоненциально зависит от температуры. Это параметры этого процесса. Для активационного объема отваления московские ученые получили вот такое значение. Ангстрем, вы знаете, да, это самый маленький, один ангстрем это 10 минус 10 метр. Вот такой маленький объем. Теперь в рамках нашей теории эта скорость определяется изменением числа делокализованных атомов производной плоты. Вот ту формулу, которую я приводил экспонент, можно вывести вот такую формулу. Тогда вот эта энергия активации совпадает с энергией делокализации атома. А вот этот объем, который рассчитан по нашей формуле, 45-47 для эпоксидных полимеров, для этих же. То есть совпадает с данными. То есть наша теория вполне удовлетворительно объясняет процесс восстановления, релаксации этой вязкой круглой деформации. Так, следующий, пожалуйста. Но мы обнаружили линейную корреляцию вот между пределами текучести, но выше которого напряжение, выше которого наблюдается такая носильская деформация. Вот температура стеклования или температура размягчения. В общем-то, и процесс размягчения стекла, и процесс пластической деформации подчиняется одинаковым закономерностям. Молекулярный механизм – это процесс делокализации атома. В рамках нашей теории можно вывести формулу. Допустим, вот микротвердость, вот это силикатный стекол тоже. Это по смыслу это и есть предел текучести. Даже зная температуру стеклования микротвердость, экспериментально измерив, можно вот это параметры модели вычислить. Так, следующий, пожалуйста. Так, ну немножко о вязкости. Но я говорю, это очень сложные свойства. Если вы возьмете расплав металлов, логарифм вязкости от обратной температуры, получается линейная зависимость. Это означает, что вязкость экспоненциально зависит от температуры. А вот стеклообразующие расплавы не подчиняются простой экспоненте. Получается вот такая кривая. Вот мы разработали способ определения предельного значения. Этим занимался мой ученик Машанов, наш замдекан Алексей Алексеевич Машанов. Он методом полинома Лагранжа определил вот это значение путем экстраполяции. Так, следующий. Вот это эмпирическое уравнение называется, не теоретическое. На основе экспериментальных данных можно подобрать математическое уравнение, которое описывает температурную зависимость. Вот немецкий физик Мейерлингер, он проверял много таких существует уравнений вязкости. Он пришел к выводу, что уравнение Йенкеля лучше всего описывает температурную зависимость вязкости. Вот если вот это второе слагаемое убрать, получается простой экспонент. В рамках нашей модели мы вывели похожее уравнение, вот это теоретически наше уравнение. Вот, например, вот D, это температура, если его умножить на универсальный разряд постоянный, получится энергетическая величина. Совпадает с данными, полученными в рамках вот RD. Есть вот такая, по нашей формуле получается тоже в этих же пределах для силикатных стекол. То есть наше уравнение находится в удовлетворительном согласии с экспериментальными данными. Так, следующее, пожалуйста. Ну тут, как выводится вот это уравнение? Это методы статфизики используется. Так, пожалуйста, следующее. Вот из этих же соображений можно вывести формулу, которая описывает зависимость свободной энергии активации вязкости от температуры. Вот эта сплошная кривая, это описание с помощью формулы, а точно это экспериментальные данные. В общем, наблюдается хорошее согласие между теорией и экспериментом. Так, следующий, пожалуйста. Ну и в конце я хочу
рассказать вот как раз эту сложную проблему, о чем я говорил, как происходит переход жидкости в тепло. Так, в отличие от кристаллизации, вот здесь сравнивается, как жидкость переходит в кристалл. При температуре кристаллизации жидкость резко, объем резко падает, скачок наблюдается. А стекло постепенно, жидкость постепенно переходит в твердое стеклообразные состояния. Но, конечно, производные коэффициент теплового расширения у жидкости большие. Это наклон тут постоянный, вот большой наклон, а тут маленький наклон. Вот он. То есть есть коэффициент теплового расширения, терпит скачок при температуре стеклования. Вот такие. В общем, сейчас в рамках нашей модели, что мы в последнее время опубликовали, сейчас идет дискуссия, на научных конференциях мы выступаем, но наш подход начинает немного признавать, хотя вначале очень так осторожно относились. Но это явление еще будет долго исследоваться, пока окончательно выяснится. Но рядами стран ученые доказывают, что переход жидкости стекла — это есть фазовый переход второго рода. Вот у вас в статфизике будет классификация фазовых переходов по Линфесту. Вот такой переход, где скачком меняется, это фазовый переход первого рода. Вот когда вот так плавно переходит, это фазовый переход второго рода по Линфесту. Но на самом деле это тоже не совсем так, потому что вот эта температура стеклования зависит от скорости охлаждения жидкости. Если быстро охладить, уже при высокой температуре переходит стекло. Если медленно будет охлаждать, она пройдет уже при более низкой температуре. То есть температура стеклования, в отличие от температуры кристаллизации, зависит от скорости охлаждения. Это говорит о том, что это стеклование — это чистый релаксационный процесс, кинетический. А температура кристаллизации — это величина постоянно для каждого вещества, для каждого кристалла. Потому что это явление пока не очень известно в данном случае. Так, ну, наверное, я на этом завершу. Так, видишь, там что-то есть? Ну, тут просто... Вот мой учитель Бартянин Георгий Михайлович еще в 1951 году предложил такое эмпирическое уравнение. Это скорость охлаждения, это время релаксации при температуре должна быть из общих соображений без теории. Это называется эмпирическое уравнение. Эта цель не имеет определенного смысла физического. А вот мы в рамках нашей модели Генна-Крюзан, это уравнение мы вывели. С оказалось связано с ФГ, еще с температурой стеклования. Поскольку ФГ константа, вот эта С должна быть пропорциональна ТГ. Мы проверили, вот я натриевый силикатный стек, смотрите, С параметры бактерии линейно зависит от температуры стеклования. Вот в связи с этим мы обобщили это критерий стеклования по бактериям. На температуру стеклования разделили, С деленное на ТГ. Если на ТГ разделить, то получится вот это выражение. ЦГ. То есть вот эта константа безразмерная и практически оказалась универсальной. То есть это обобщенный вариант критерия стеклования жидкости. Вообще, обычно вы знаете, сначала на основе эксперимента устанавливается закономерность вот такого типа. А затем в рамках теории дается трактовка этих уравнений. Эта трактовка помогает выяснить смысл, механизм самого явления. Z